Существование существующего в вещах существует само по себе, и лишь разум познает его существование и превращает существующее в познанную сущность. Только это его спасало отчаянными усилиями оторваться от реальной жизни. Видишь, привыкли руки. Сами видят. А откуда вы берете глину? Перри находила. А теперь сам хожу с поводырем. А может быть, это прах какого-нибудь древнего царя? Может быть, может быть. А это шея. Шея настоящей красавицы. В Коране сказано: ты сотворил нас из праха. Может быть, это про вас? Про меня в другой книге говорится. Какой? Повесьте. Слыхал про такую? Конечно, это священная книга огнепоклонников, зороастрийцев. Только что там про вас сказано? А вот что. И третья добродетель – терпение. Она истиннее счастья и прочнее любви. Терпеливый вечен. Терпение. Да, сынок. А мне, видно, терпеть до конца. Да и потом там тоже, наверное. Вечно терпеть. Алиатар, а вы думаете, там что-нибудь будет? Когда-нибудь узнаем. Хочется знать. Сколько тысяч лет уже ждем? Может быть, забыли про нас? Там. Вот послушай, сынок, что старые люди об этом думают. Есть на свете железная гора, вышиною до неба. Раз в 100 лет к ней прилетает маленькая птичка, садится на нее и чистит свой клюв об ее острую железную вершину. И вот пока эта птичка своим клювом сотрет эту гору до основания, для Бога пройдет лишь одно мгновение. Вот оно как. А ты говоришь, долго. Дорогу великому визирю! Дозвольте сказать, повелитель. Говори. По поводу главного звездочета все готово. Могу ли я действовать? Можешь. Действуй. Чур! Чур, чур! Чур! Освободить дорогу! Прочь! Дорогу! Факих Амар Ибн Ибрагим Аль-Хайям. Вам надлежит следовать за мной. Набожные мусульмане, суд шариата уведомляет вас, что стоящий перед вами раб Божий Амар ибн Ибрагим Аль-Хайям обвиняется по 3 положениям. Первое. Безбожие, богохульство, осквернение веры. Второе. Непокорство законным властям. Третье. Пособничество богопротивным еретикам и мятежникам.
Готовы ли вы к признанию, Факих Амар? Я? Ни в коем случае. Не горячитесь, сын мой. Доказательства могут оказаться столь весомыми, что вам придется признаваться дважды. В своих грехах и в заведомой лжи, по их отрицанию. Так что подумайте, Факих. Подумайте. Я делаю все с ведома и по воле великого султана. Здесь суд веры. И мы все перед лицом Аллаха. А вы лично между раем и адом. И пора вам понять это. Поверьте, ни у кого из нас нет желания преувеличивать ваши грехи. Признав их, вы бы могли объяснить, как они возникли, как заблудилась ваша светлая мысль, как зашла столь далеко по стезе безбожия. Итак, мы ждем вашего ответа. Но мне не в чем признаваться. Скажите, Факих Амар, это ваша рукопись? Да. Это моя работа по геометрии Евклида. Она написана вашей рукой? Конечно. Посмотрите внимательней. Вы заставляете нас ждать, Факих Амар? Я написал эту работу 3 года тому назад. Моей целью было уточнить ряд положений евклидовой геометрии. Дело в том, что Симпликитет — это финский, а за ним и Ибн Кара, и Аш-Шани так и не доказали постулата параллельных прямых. Наука о геометрии не содержит никакой ереси и только доказывает мудрость Всевышнего. Высокий суд собрался не за этим. Нам нужно установить, вашей ли рукой написан сей труд. А это я уже сказал, моей. Превосходно. Теперь послушайте. Удивление достойны поступки Творца. Переполнены горечью наши сердца. Мы уходим из этого мира, не зная ни начала, ни смысла его, ни конца. Ты к людям милосерд? Да нет же, не похоже. Изгнал ты грешника из рая. Отчего же? Заслуга велика ль послушного простить? Прости ослушника, о милосердный Боже. Я нигде преклонить головы не могу. Верить в мир замогильный, увы, не могу. Верить в то, что истлевший восстану из праха, хоть бы стеблем зеленой травы, не могу. Жизнь сотворив, и смерть ты создал вслед за тем. Назначил гибель ты творением всем. Ты плохо их слепил, но кто ж тому виною? А если хорошо, ломаешь их зачем? Увидал я бродягу. В пыли на земле он лежал. На ислам, на безверие, на веру, на царство плевал. Отрицал достоверность Творца. Шариат, откровение. Нет, бесстрашнее души я в обоих мирах не встречал. Это ваши листки, Факих Амар? Нет, не мои. Вернее, листы мои, но писал не я. Ваша работа по геометрии. И эти стихи написаны одной рукой. Да. Я переписал эти стихи. Откуда? С рукописи одного моего знакомого. Его имя?
Его имя вам ни о чем не скажет, он живет в Самарканде. Значит, вы не поэт? Да. Нет. И никогда не писали никаких стихов? Нет. И заверили в этом нашего султана? Да. Пусть войдет свидетель. Набожный мусульманин. Суд шариата уведомляет вас, что стоящий перед вами раб Божий Абу Хамид из Фахани является учеником звездочета Омара Хайяма и уже больше года живет в его доме. Абу Хамид. Так значит, это ты украл мои рукописи? Раб Божий Абу Хамид, отвечай нам. Знакомы ли тебе эти листки? Да, знакомы. Отвечай громче, Абу Хамид. Знакомы. Я видел их. У кого? У учителя, у Факиха. А знаешь ли ты, кто сочинил эти стихи? Да, он. Расскажи ясно все, что ты видел. Да он сам сочинил. Абу Хамид, подумай. Подумай, о чем ты говоришь. Ну, что ты мямлишь? Он по ночам сочинял. И днем тоже. И ниоткуда не переписывал? Нет, никогда. Ты это твердо помнишь? Да. А может, вы просто вспоминали чьи-то чужие строки? Да-да, сын мой. Так бывает. Услышишь что-то, потом забудешь, а потом вдруг... Это я написал. Признаю. Все прочитанное? От строчки до строчки. Но вы понимаете, Факих, что самым меньшим наказанием за подобные стихи может быть лишь избиение камнями? Ну что ж, решайте. А я вот как скажу. Об утратах своих мне не век голосить, и ошибок Хурджин не столетия носить. Легкой жизни все время просил я у Бога, легкой смерти, как видно, забыл попросить. Нет, это недопустимо. Все-таки надо помнить, кто перед нами. Это же Факих Омар Хайям, главный звездочет державы, известный ученый. В данном случае нельзя выносить решение без государева слова. Что это? От кого? Звездочету Омару Хайяму надлежит немедленно явиться во дворец. А где подпись? Подписи нет. Но здесь личная печать султана. А разве государь вернулся? Очевидно, так. Этого не может быть. На этом суд прерывается. Господин звездочет, следуйте во дворец. Вот здесь, вот сюда. Входите, вас ждут.
Добро пожаловать, господин главный звездочет. Туркан Хатун? А где же государь? В походе. Где же ему еще быть? Но на свитке была его личная печать. Откуда она? А почему вы задаете такие вопросы вашей повелительнице? Первой и старшей жене великого султана, господин звездочет. Виноват, повелительница, я забылся. Эта записка вызволила вас из суда. Так что следовало начать хотя бы с простой благодарности. Ведь, насколько мне известно, шариатским судом не шутят. Теперь я вижу, что кругом не прав. Простите меня, бегим, и примите самую большую признательность. У вас есть только одна возможность искупить свою вину. Какая? Садитесь вот здесь, рядом со мной, как когда-то, очень давно. Я жду смелее. Расскажите мне, как вы живете? Как ваши родные, матушка, сестра? Благодарю вас, они здоровы. Я слышала, у вас несчастье с невестой. Да, это так. И что? Ничего о ней не слышно? Ничего. Вот и снова мы с вами одиноки, друг мой. Вокруг столько людей, а мы как в пустыне. Но мне казалось, ваша жизнь сложилась так, как вы этого хотели. Что вы знаете о моей жизни? За все эти годы, что я здесь, у меня так и не появилось ни одного доверенного человека. Ни одной близкой души. Кругом чужие. Когда я ехала сюда, я мечтала о другой жизни. Мне так хотелось быть необходимой. Не просто женой, а другом, соратником, участником великого дела. Я так несчастна, Омар. Так одиноко. Еще более одиноко, чем там, в Самарканде. Этот ужасный город, этот дворец, эти лица. Дорогой мой, учитель, друг, моя первая и единственная любовь, сердце мое, надежда моя, только одно может меня спасти. Ваша любовь и ваша преданность. Ведь вы не забыли свой Туркан, не забыли. Милый мой, самый умный, самый прекрасный в мире человек. Ведь вы сделаете для меня все, не правда ли? Не спрашивая, не задумываясь, сделаете. Что? Что я должен сделать? Раздобудьте мне одно лекарство. Какое? Есть такие травы. От них засыпаешь, без боли, без снов, сладко-сладко. У них нет ни цвета, ни горечи, ни запаха. Узнайте, найдите, раздобудьте мне такое лекарство. Чтобы один человек, ребенок, уснул сладко-сладко и не мучился. И меня не мучил никогда, никогда. Ребенок? Омар, если вы не хотите, чтобы я погибла, здесь все желают моей смерти. Я прошу вас, любимый мой, владыка мой, я молю вас. И это тело все станет вашим, все без остатка. Вы хотите отравить наследника? Нет. Омар, сердце мое, не судите меня. Я не могу. Не могу поступить иначе. У меня нет другого выбора. Помнится, вы искали свое предназначение в жизни. И это все, к чему вы пришли? Неужели вы так и не поймете меня? Я все понял. Вы никого не любите. И никогда не любили. Вы не хотите в этой жизни ничего, кроме одного. Власти. Всеобщего повиновения и поклонения. Так вот, знаете же, ничего этого не будет. Я это вам говорю без всяких звезд и заклинаний. Просто как человек по имени Омар Хайям. Но это мы еще посмотрим.
человек по имени Омар Хайям. И ты думаешь, это все? Ты думаешь, что ушел отсюда? Что, написав все это, ты избежишь казни? Кому ты писал в Самарканд? И где твой друг Абу-Разак? И с кем ты через него связан? А свиток? Кто его прислал в суд шариата? Кто покрывает тебя именем султана? Ну нет. Пока ты не встанешь под камни, враг веры и державы. Пока твоя многомудрая голова не будет втоптана в грязь, я не уйду с этой земли. Помни это. Ну что? Что тебе? Осмелюсь доложить, повелитель. Он здесь, в городе. Кто? Хасан Сабах. Он сидит в Миконе, у базара. И, кажется, он один. Наверняка он тайком пришел. Для какой-то важной встречи. Ничего, мы его быстро сами сапаем. Ай-яй-яй. Ну, тут уж. Ну, Лавкач. Суд шариата. Сводит с тобой старые счеты и даже меня не поставил в известность. Ну, главный сыщик, тебе это даром не пройдет. Я не жаловаться пришел, Низам-ата. Я прекрасно понимаю, шейх Ат-Таир и Тутуш не такие смельчаки, чтобы расправляться со мной без вашего ведома и согласия. Что ты говоришь, Омар? Даю тебе слово, что... Не надо мне вашего слова, господин главный визирь. Но почему? Потому что я ему не верю. А я ведь не за этим пришел, Низам-ата. Необходимо усилить охрану принца Баркирука. Лучше всего было бы вам взять его к себе в дом и кормить со своего блюда. К чему такие предосторожности? Ему грозит гибель. Вероятнее всего от отравления. А откуда ты это знаешь? От звезд. Откуда же еще? И поскольку они меня ни разу не обманывали, лучше всего сделать то, что я советую. Астафарулла. Я вижу, ты действительно что-то знаешь, сынок. Скажи, от кого исходит опасность? А об этом звезды умалчивают. Спасибо им и на этом. А за принца не беспокойся. Сегодня же заберу его к себе. И на Тутуша не обижайся. Такая у него должность. Он и меня на суд вызвать может. Больше он тебя не тронет. Я ему скажу. Не бойся. И султану не пиши. Не надо. Люди! Правоверные мусульмане! Поглядите на этого человека и запомните его! Был такой пророк у христиан Иса, и его предал ученик его Иуда Искариот, и было проклято народами имя его, но предатели не перевелись на свете. Вот он! Абу Хамид из Исфагана, который также предал своего учителя. Он обманом проник в его дом и выкрал заветную тетрадь с рукописями. Запомните! Запомните его имя! Если он предал того, кто зажег в нем свет знаний, значит, он предаст любого из вас! Смотрите! Смотрите на него! Это Абу Хамид из Исфагана, доносчик палача Тутуша! Не говорите, не дышите, не ешьте рядом с ним! С ним не пейте, потому что он способен отравить все живое! Потому что он предатель! Доверься этому человеку и следуй за ним. Твой брат Абу-Разак Туси.
Иди за мной. Все в порядке, господин звездочет. Лошади готовы, можно ехать. Путь предстоит долгий. Вы не раздумали? Нет. Кто такие? Двое из 7. Идем по велению Сииддины. Назови свое имя. Я Фаик, сын Абдаллаха. Кто с тобой? Звездочет Амар Хайям. Идите вперед. Сначала ты, Фаик. Следом ты, звездочет. Оружие на землю. Дальше пойдешь так. И не вздумай подглядывать. Ты можешь ослепнуть навсегда. Кто здесь? Фаик Абдуллах со звездочетом Амаром Хаямом. По повелению Сииддины. Мир тебе, долгожданный брат. Добро пожаловать в обитель орлов, крепость Аламут. Я мятежник и еретик Хасан ибн ас-Сабах, которого зовут также Сииддинна. Это я пригласил вас сюда. Ну, господин прорицатель, можешь ли ты предсказать, что ждет тебя через мгновение? Нет. Я помогу тебе. Тебя ждут мои скромные подарки. Абуразак. Амар! Амар, брат. Амар. Абу. Это был мой первый подарок. А сейчас будет второй.
Что с тобой, Омар? Ты можешь подойти и плюнуть в это лицо. После всего того, что произошло в твоей жизни, это было бы неудивительно. Нет? Ну, как хочешь. Мой третий подарок ты найдешь в своей келье, в которой сможешь отдохнуть с дороги. Мир вам, братья. По повелению Сейдины. Молчи. Молчи, ни о чем не спрашивай. Это все потом. А сейчас сюда. Сюда. Берри. Берри. Что с ней, брат? Она не в себе. Ее били. Морили голодом. Держали в хлеву для скота за то, что она не хотела быть наложницей. Этот сельджук истязал ее, чтобы заставить служить себе. Потом продал. Вся надежда на тебя, Омар. Только ты можешь помочь ей. Берри, ты слышишь меня? Это я, Омар. Она все время молчит. Уснула. Это хорошо. Она тут не спала ни днем, ни ночью. Как же вы нашли ее? Ты себе не представляешь силы и могущества Хасана Сейдины. У него везде свои люди. Нам помог один старый мулла. Он видел, как мусульманку продавали в рабство. Пожалел ее, хотел выкупить, но не смог. Ее перекупил трактирщик из Худистана. Но трактирщика мы быстро нашли. А сельджука? Нет, Омар. Сельджука пока не нашли, но я найду его. Ее надо отвезти домой. Нельзя. Хасан тебя так сразу не отпустит. Он хочет говорить с тобой. О чем? Об этом ведает лишь Аллах да сам Сейдина. Как же ты попал к нему? Я долго рыскал по мейханам и невольничьим рынкам. А потом мне встретился один человек. Он и сказал, к кому обратиться. И вот я здесь. Омар, ты же знаешь, я всю жизнь искал настоящую силу. И наконец-то нашел ее. Она здесь, эта сила. А Хасан Сабах – живой бог на земле. Бог? Да. Только он на деле следует великим учениям пророков. Только ему все равно, шейх ты или раб. Он ведет нас путем братства и свободы. Тогда он действительно бог. Да, да. И ты еще убедишься в этом. А как же вам удалось обмануть Тутуша? Это было непросто. Сам Сейдина спустился в Исфахан и провел там целый день, чтобы заманить Тутуша в развалины. Там мы его и взяли. Ты тоже участвовал в этом? Казнь совершил я. Значит, ты пролил человеческую кровь? Это была не кровь. Желчь скорпиона, яд гремучей змеи. Да, конечно, и все же... Что все же, Омар? Что все же? Это борьба. Борьба до конца, до самой смерти или победы. А недорого ли стоит такая победа? Победа всегда стоит дорого. Да, но если ради нее ты убиваешь в себе ученого... Я готов убить в себе все, что мешает движению, к счастью и свободе. Ты забываешь одно: мятежи никогда не приносили людям ни счастья, ни свободы. Только одно движет нас вперед — знание. Знание законов природы и самой жизни. Пока мы им не владели, все бессмысленно. А ты забываешь другое. Пока знание в руках деспотов и тиранов, оно служит лишь рабству и угнетению. И все же оно движет нас вперед. Все, что у нас есть, дало нам знание. Которое еще никого на свете не сделало счастливым, Омар. Во многой мудрости, многое печали. Не зря говорят христиане. Так вот, наш названный брат Сейдина не мудрствует. Он действует.
нас есть оружейные мастерские, есть конюшни. После изгнания из дворца Хасан Сабах основал свою тайную организацию – Орден Низаритов. Именно отсюда, из крепости Аламут, он посылал своих фанатиков-убийц, фидаев, ставших первыми террористами в мировой истории. Есть свои охранные отряды, и даже разбойники в пустынях. Везде есть свои люди, Омар. И в городах, и в деревнях, и в хижинах, и даже во дворцах. Таков он, приют орлов Алламут, бессонница сильных мира сего. Скажи, брат, нельзя ли здесь найти каноны пансины и попросить у ваших лекарей порошки и травы? Будем лечить Перри. Перри? Перри? Ты узнаешь меня? Это я, Омар. Омар. А ты помнишь, как я в первый раз увидел тебя? Ты прибежала к брату в медресе, в Балхе, и пряталась за его спиной. Помнишь? А потом ночью в степи, когда умирал мой отец. Вы подъехали на своей арбе, и ты так плакала. Меня никто, кроме матери, не жалел, так как ты. А помнишь своего отца, слепого Али? Он ждет тебя. Слышишь? Отец ждет тебя дома. Не надо. Перри, успокойся. Не надо, Перри, все хорошо, не будем вспоминать, Все плохое прошло, ты со мной, с братом, мы скоро поедем домой, и все забудется, как сон. Снова будет прежняя жизнь. Омар, пошли. Куда? Сейдина разрешил допустить тебя туда, где не был еще никто из непосвященных. На молитву фидаев. Я скоро вернусь. Теперь ни о чем не спрашивай. И не вступай ни с кем в разговоры. Ты все увидишь сам. Будь осторожен, Омар. Что уставился? Тебе интересно, тупой он или острый? Гляди. А хочешь, он станет твоим ангелом смерти. Кущ, райских кущ жажду. А этот нож жаждет крови.
Это есть образ Джанны, сада в раю, который был обещан правоверным. В нем реки из воды не портящиеся, и реки из вина в усладу пьющим, и реки из меда, что очищен. Для них там всякие плоды и всех грехов прощения от владыки. Бедный человеческий язык не в силах передать все блаженство райского сада в его подлинной сути. И именно это место, как преддверие Джанны на земле. Это фидаи, идущие на смерть. Все они готовы пожертвовать собой и ждут только приказа. La ilaha illallah, la ilaha illallah.